Едят якуты ежедневно в следующем порядке. Встают они до рассвета, смотря по времени года, между 4 и 6 часами утра. Самый голодный, что так припозднился, дай кушать. Да бо нами халарди, Виталий. Их мы варим, жарим, иногда готовим на костре, можем нафаршировать. Есть и другие способы их приготовления. Вы, наверное, догадались, они всегда вкусны в любом виде. Это наши караси. Добрый день! Мы начинаем рубрику «Музей зимних рецептов». Наступила зима, и с временем забоя скота наступает время мунка. Наши кабельские друзья отправили караси. На вид очень красивые. Мы надеемся, конечно же, что они на вкус отменные. Вот перед вами мы очистили 40 карасей, и в старину в большом количестве карасей готовили в медном чане. После такого народного, всеми любимого гуляния, как мунка, в каждом доме в большом медном чане готовили карасей. А сегодня мы приготовим вот в большом таком баке вот множество наших карасей. Будем варить уху традиционным способом, и в конце мы еще бонусом покажем излюбленное лакомство людей, вернее, якутских богатых людей. Они лакомились зимними вечерами языками карасей. Итак, наши ингредиенты – это зеленый лук, молоко, соль и все. Вот немножко у нас вода в стадии кипячения. Мы сначала посолим нашу воду. Поскольку у нас карасей много, мы солим достаточно, где-то ложек 5 должны положить. Воды набрали около 10 литров. Вот необходимое количество соли. Растворяем и начинаем процесс выкладывания наших очищенных карасей. Рыбой наши предки, мы все знаем, питались издавна. Как пишет в своем труде Вацлав Леопольдович Сарашевский, средняя семья в год питалась, ела около 130-160 килограммов карасей. Представьте, это где-то 16-24 пуда по старым меркам. Передаем привет нашей постоянной, любимой подписчице Светлане Чаросовой. Мы, наконец, вещаем изнутри здания. Теперь Миша мерзнуть не будет. Все, караси мы все уложили. Теперь ждем их приготовления. Оставляем их. Ну, в идеале мы должны закрывать крышкой. Но ничего, они так постоят, приготовятся. Прошло чуть больше 20 минут. Уха начинает вскипать. Но поскольку у нас бак большой и карасей много, тепло как-то недостаточно доходит до верхнего слоя, по-моему. И мы еще должны чуть-чуть немножко подождать. Хотя вот я подозреваю, что вот в нижнем слое у нас караси уже готовы. И давайте немножко истории. Вот когда лишались скотов, до революционное время вынужденно занимались только рыболовством некоторая часть населения, и они на зиму запасали рыбу. Они перед хранением ее варили, неочищенную, слегка промытую, потом выкладывали ее на сито, и когда вот вся вода стекала, немножко подсушивали, и в яму глубокую, которую заранее готовили, они ее
края заполняли лиственничной корой и слой за слоем выкладывали этот карась. И потом сверху тоже закрывали этой корой и сыпали землю. И вот так квасилась рыба. Ее называли сыма, и потом ее готовую клали в тар или просто так кушали. Вот представьте такую на вкус очень горькую рыбу ели наши предки. Вот времена были такие. Уха наша уже готова, и приступаем к последним штрихам. Мы добавляем молоко, чтобы вкус сделать совершенным. И станет еще лучше, когда мы добавим зеленый лук. Это и есть истинная якутская уха из карасей. Рецепт якутской ухи. Чуть-чуть дадим постоять, потомиться, так сказать. Первые рыбы вытаскиваем. Чуть-чуть разварились, но вот уже чувствуется вкус, запах зеленого лука. В котыя наливаем уху. Уха у нас получилась наваристейшая. Конечно, из столького количества карасей. Идет запах зеленого лука. Я на днях прочитала, как питались в старину бедные люди, и ужаснулась. Представьте себе, они вставали с позаранку 4-5 утра, и завтрак состоял из черного чая. С молоком оно бывало только у тех людей, у тех семей, в которых были дойные коровы. Потом через 2 часа они тоже пили чай, и на второй, скажем, завтрак подавали масло. Потом через 3-4 часа обедали, и обед состоял из сорота или из тара. Потом вечером опять чай или батугас. Вот. И представьте, вот на такой еде, кушая такую еду, из дня в день они выполняли непосильную, трудную работу. Рацион богатых людей, естественно, был другим. Они кушали рыбу, мясо в больших количествах. Я бы неделю не смогла бы продержаться на такой еде. Приступаем к самому главному – дегустации. Пробуем нашу уху. Невозможно оторваться. Очень и очень вкусно. Советую приготовить и попробовать теперь. Саму рыбу пробуем. Она такая очень мясистая, жирная, как и подобает кобяйскому карасю. И икра. Обычно очень радуешься, когда есть икра в рыбе. Икра такая мягкая получилась. Поэтому немножко по-другому выглядит. Какая шикарная получилась. У меня когда-то есть. Все мы славно отобедали. Караси, конечно же, были очень-очень вкусными. Всех брали по 2, по 3 добавки. И теперь приступаем ко второй части нашего сегодняшнего выпуска.
это будем из языков карасей отдельно блюдо готовить. Это такая тонкая часть, скажем, и имеет очень интересную историю. Оказывается, в старину якутские женщины, когда мужчина им очень и очень нравился, можно сказать, если они его полюбили, для того, чтобы выразить свое чувство, они после того, как кушали карасей, оставляли языки своим любимым. Слаживали язычки, старались собрать маленькую горочку. Я тоже сегодня постараюсь собрать так же. Язык – это, конечно же, самая деликатесная часть рыбы, и женщины лишали себя своего удовольствия для того, чтобы предоставить это любимому мужчине. Вот язык. А богатые люди, они имели такое вот удовольствие. В зимние вечера они давали очищать большое количество карасей своим батракам и кушали только языки. Представьте, какую гору надо было расчистить, чтобы за ужином богатый человек наелся. И вот в такие-то вечера, наконец-то, бедняки наедались до отвала. Как я ранее говорила, они изо дня в день держались только почти на воде. Существует такая легенда. Когда пришел свататься к Манитаху один жених, претендующий на сердце и руку дочери, он поставил условие, чтобы он привез полную 200-литровую бочку, наполненную языком карасей. Представьте, и это условие этот кандидат выполнил. Вот так он и женился на дочери богатого человека. Тем временем мы закончили. И вот у меня последний язык из последней головы. Представьте, получилась только такая вот не горочка, а дно я. Видите? Вот. И если из 40 карасей получается вот столько объема карасей, то надо было приготовить 200 или 150 карасей, чтобы насытить богатого человека за ужином. Одного, да, богатого человека. Ага. Ну, поскольку у нас вот совсем небольшое количество, мы сейчас переложим в маленькую кутыя, чтобы хоть какая-то маленькая горочка получилась у нас. Объем, да, такой, соответствующий размеру. И предоставим возможность попробовать мужчине. Ой, мягкая мягкота. Прям из рук выползают. Вот. Вот у нас получилось что? Ага, прежде сама попробую. Да, если их 3-4, конечно же, вкус насыщенный и такое вот мягкое обволакивание рта получается. Угу. Вкусностью. Представьте себя богатым. Но это действительно божественное блюдо. Просто вот как будто даже не рыбу, да? Ешь, а что-то какое-то совершенно другое, очень
Ну, чем-то вот какой-то вот паштет, либо жюльен. Ну, очень вкусно. Я представляю, если это было бы вот такое огромное блюдо. Вот. М. Надо было наполнить такую вот посуду. Спасибо большое. Приятного Спасибо. аппетита! С икрой.